Идея этой презентации показать вам дополнительные возможности, о которых вы должны всегда думать и применять их. В частности, мы всегда часто используем какие-то дорки, которые уже кем-то публиковались. Да? И у многих, кто пользовался этими дорками, иногда вот кто-то говорил, не всегда они работают правильно. Вот, это действительно так, и их нужно находить и создавать самому. Почему? Потому что, когда вы изучаете какую-то, ну скажем там, веб-ресурс какой-то, да, вы должны понимать, что, какие инструменты, на каком движке все это крутится, какая там СУБД, если есть, да, база данных и так далее. Вот, вам нужно понять стандартную конфигурацию, те настройки, которые идут по умолчанию. Почему? Потому что, когда вы изучаете структуру веб-ресурса и непосредственно создаете свою такую же аналог модели, вы изучаете, какие могут происходить мисконфигурации. С точки зрения то, что веб-администратор, разработчики иногда забывают там галочку где-то поставить при развертывании какого-то софта, да, на тот же самый веб-ресурс. Вот, когда кто-то забывает что-то сделать, поисковые системы или какие-либо сканеры по security, да, они находят эту мисконфигурацию, индексируют и добавляют ее себе в базу. И вот тут как раз-таки я хотел бы вас вот к этому подвести, к тому, чтобы вы сами устанавливали, конфигурировали по умолчанию, как она идет, изучали всю конфигурацию, как работают, какой доступ предоставляется к той или иной там приложению или какому-то там интерфейсу и так далее. И на основании этого вы могли бы сами писать уже какие-то дорки под них. Написав эти дорки, потому что вы изучили какую-то архитектуру, вы уже понимаете, какая конфигурация идет по умолчанию, вы уже начинаете понимать, что там, скорее всего, те же самые публичные сканеры, они себе могут добавить в базу какую-то запись. Теперь вопрос возникает. Раз мы знаем, как архитектура устроена, мы знаем по умолчанию, какая идет конфигурация и так далее, мы можем уже написать свой дорк, так называемый расширенный запрос. Да? Расширенный запрос, ну, к примеру, вы уже знаете Google дорки. Google он индексирует и добавляет себе в базу, а мы можем обратиться к этой базе. И на основании того инструмента, который они предоставляют, обычно это консоль, ну или как бы поисковая строка, здравствуйте, заходите. Вот, в рамках которой вы можете там вписать определенные какие-то операторы, символы, да, если вы разбираетесь уже в структуре и в архитектуре, вы знаете, куда что вбить и куда что вписать. На основании этого вы можете вытащить какую-то чувствительную информацию непосредственно с этого веб-ресурса. Вот. Используя, естественно, индексированные данные того же самого поисковой системы Google или, там, скажем, Shodan, либо там веб-архив, да, тоже, в принципе, веб-архив. Все знают веб-архив. Да? Как вы им пользуетесь? Просто заходит, для чего вообще нужно? Ну, давайте, ладно, по порядку. Да? Я представлюсь, меня зовут Виталий. На платформах Bug Bounty я зарегистрирован как ZIG и в каких-то там форумах и так далее. Вот. Чем я занимаюсь? Собственно, я работал в разных компаниях. Philip Morris, RG, Xerox, Microsoft. Был стаффом в ООНе 6 лет и потом перешел непосредственно в ЦАРКу. С Microsoft я работал в группе, в общем, была специализированная группа, которая занималась базой данными. То есть мы тестировали СУБД Microsoft перед тем, когда выпустится тот или иной релиз. Поэтому как бы дорки для меня очень интересны. Почему? Потому что это тоже структуризированные данные, к которым вы можете обратиться и вытащить эти данные. Вот. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь, собственно, расследованием киберпреступлений, то есть взаимодействию непосредственно с правоохранительными органами, в том числе и в Центральной Азии. Провожу обучение различные, участвую в международных каких-то там мероприятиях по повышению квалификации. Вот. Участвовал в пилотном проекте здесь, это киберполиция, если вы слышали. Вот, то есть мы формировали команду, потом эта команда
копировали команду на каждый департамент, и все департаменты начали работать по той же самой схеме. Вот, и проводил их обучение, и где-то помогал им там вести какие-то расследования. Вот, в том числе и занимаемся расследованием, когда к нам обращаются по каким-то задачам. Я участвую в группе, и мы проводим расследование, допустим, как взломали, как произошла утечка там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть находим цифровые следы, находим точку входа, находим какие-то инструменты, которые могли быть использованы, копаемся, в общем, так скажем, в корзине, да? Все, что поудаляли, и все, что могли оставить. Вот. Я также нахожусь в команде Red Team, занимаюсь пентестингом. В большей части я специализируюсь на инфраструктурные вещи, то есть это сервера, домен-контроллеры и так далее, то есть внутрянка в том числе. Вот. Также занимаюсь и цифровой криминалистикой, так как при расследовании это нам необходимо, то есть я компьютер-форензик и отчасти мобайл. Бахантер, да, когда есть время, я нахожу какие-то уязвимости, регистрирую, получаю какую-то мелкую копейку. Ну, естественно, я занимаюсь обучением в основном международных экспертов в Центральной Азии. О чем мы сегодня с вами поговорим? Во-первых, ну, вспомним, что такое Google Dorky, да, или Dorky вообще. Dorky на самом деле не только в Google есть, да, это такая аббревиатура. Вообще английское слово было плохое, но стало хорошим. Какое-то преимущество, какой-то вау-эффект. Вот. Посмотрим примеры использования более таких простеньких и интересных вещей, которые появились недавно. Да, несколько дорков мы посмотрим. Те, которые раскрывают очень интересную информацию. Но опять же говорю, я буду показывать кое-какие мелкие примеры. Они могут казаться банальными, но они раскрывают очень чувствительные данные в сети интернет. Для чего я это буду рассказывать? Не для того, чтобы вы ломали, да, и вперед побежали, что вас быстро найдут. Да? А для того, чтобы вы могли проверить собственные какие-то открытые ресурсы публичные, да, и могли посмотреть, насколько ваши ресурсы правильно сконфигурированы. И посмотреть, возможно, какие-то утечки, которые могут злоумышленники воспользоваться так же, как их, в принципе, я буду показывать вам. Вот, поговорим в веб-архиве о тех таких интересных вещах, как можно с веб-архивом работать, какие данные оттуда можно тоже убрать, помимо того, что там, понятно, снапшоты делаются по изменению, но также можно и чувствительные данные найти, в том числе какие-то, допустим, утечки. Поговорим про Shodan, да, покажу пример использования дорков, то есть их операторов, которые помогают вам, собственно, найти тоже очень интересную информацию. Особенно мы все говорим о майнерах, о криптовалютах, да. А какую же мы можем там информацию найти о майнерах и криптовалютах? Вот мы как раз посмотрим это. Поговорим про Censys, аналог Shodan, и FOFA тоже. В принципе, Shodan, Censys, FOFA, они чем-то похожи. FOFA больше китайский. Censys, Shodan, они в Censys требуется больше знания инфраструктурных вещей. Вот. Но и написание, допустим, каких-то запросов требует очень такой подготовки технической и понимания. Что вы пишете в Shodan, гораздо проще работать. Они отличаются, поговорим чем, немного дальше. В основном отличается, когда и как часто поступают данные при сканировании в их базу данных. Мы будем все время говорить о БД, потому что все данные хранятся где-то, а мы их будем вытаскивать оттуда. Ясненько. Первая задача. Да, насколько мне будет интересно. Кто-нибудь эту задачу делал? Руку поднимите. Есть у нас веб-ресурс CyberSec.kz. На этом веб-ресурсе есть имя Ахман. Задача такая. Необходимо через мобильное устройство найти эту информацию. Вы можете пользоваться любыми инструментами. Давайте 5 минут попробуйте, а потом посмотрим, как на самом деле это гораздо проще сделать. И как раз-таки кое-какие моменты я вам раскрою, вы посмотрите, что, оказывается, и так можно было делать. Может, вы уже это знали. Посмотрим. 5 минут, давайте попробуем. Это наш сайт, и на основной главной странице у вас будет цикада. Все слышали, что такое цикада? Загадка. Вы можете дойти до 7-го ресурса.
То есть там на самом деле 3 информации находятся, в которой раскрывается одна это данные, вторая это направление, а третья подсказка, что дальше делать. Если вы будете выполнять каждую задачу, но я не требую сейчас выполнить эти задачи, вы хотя бы это найдите, а потом вы можете найти через 7 ресурсов, а конечный 7-й ресурс, вы можете собрать какую-то информацию, конечную. 5 минут. А если нашли, то что дальше? Нашли, да? Быстро. Ну, все, отлично. Подождите остальных. Потом расскажете, как нашли. Мне просто интересно, сколько людей найдет. Почему? Потому что я тогда пойму, да, я пойму, насколько вы разбираете хотя бы каких-то. Все, отлично, молодцы, да. Так, 3 человека нашли. Вы нашли? 4. А? Показать. Сейчас, попозже. 4, 5, да? Все отлично. 5 человек нашло. А говорили, все знают дорки. Это простая задача. И простая возможность показать, насколько гораздо проще находить открытую информацию и скрытую информацию в том числе, которая может быть проиндексирована. Ну, тоже, да, правильно, можно и так. Но не всегда так может отрабатывать. Нашли, да? Все, да? Кто-то еще делает, нет? Сделали? Остальные сделали, все. Ну, где-то человек 7-8 сделали, отлично. Собственно, запрос простой. Да, то есть мы пишем оператор, да, расширенный оператор Google. В поисковике указываем конечный ресурс, где мы будем искать точечно, и говорим ему, что мы ищем какое-то искомое слово. Да? То есть он здесь вам находит непосредственно вот эту информацию, но эта информация зашита где? Если вы сейчас посмотрите ресурс, то есть source, да, от кода, да, вы найдете ее в коде. Вот они, 3 строки. То есть, собственно, если вы зашли обычно на сайт, вы бы не смогли, даже Ctrl-F, он бы якобы нашел, но вы не смогли бы его найти на этом ресурсе, где он конкретно указан, потому что он в коде. Так вот, Google его непосредственно парсит, добавляет себе в базу, индексирует, и благодаря какому-то простому запросу мы можем вытащить информацию, естественно, ее увидеть, и потом проанализировать, где она все-таки находится. Понятно, да? Притом мы указываем только один ресурс, мы не ищем нигде. Нам не нужно, мы ищем конкретно, знаем, где надо искать. Да? Это самый простой пример. Но если вы хотите немного себя потренировать с точки зрения поиска информации, то вы можете разгадать 3 строки, собрать какую-то информацию и в конце концов получить какой-то интересный там мелкий сюрприз. Да, если вы дойдете. Еще раз говорю, 7-я итерация будет. То есть это куда-то ведет. Я не буду рассказывать, вы можете это найти. Это все находится в публичных источниках. Вот это самый простой пример использования расширенных запросов, так называемые операторы, да, который помогает вам точечно найти ту или иную информацию на определенных ресурсах или, в принципе, на всех ресурсах. Сразу вопрос к вам. А как, допустим, я не знаю, я знаю, что информация находится в Казахстане, да, на казахстанских ресурсах, доменных, каких-то домен, да, там какой-то, ну, KZ. Вот, как найти информацию в сегменте интернета Казахстана, определенную? Сейчас. Вы правильно мыслите, но там чуть по-другому. К примеру, я ищу информацию только в сегменте Казахстана. Мне не нужно там Америка, там, Тайвань, там, еще что-то, там, Европа. Мне нужно найти информацию в Казахстане. Как бы вы поменяли этот запрос? Я хочу всех ахманов вытащить. Где они указаны? Звездочку вместо домена. Сайт 2
разница между, ну, вы между звездочкой и доменом. Попробуйте между поставить звездочку с доменом. Какую информацию вам вытащить? Попробуйте и скажите. Вы правильно мыслите, но есть другой оператор, который более расширенно покажет информацию. Этот оператор, он не сработает нормально. Вот. Есть так называемый сайт. То есть мы же на веб-ресурсах ищем. URL это чуть-чуть по-другому. Понимаем, что такое URL, да? По ссылке. А мы хотим искать по каким-то веб-ресурсам. Правильно? И мы должны указать, естественно, оператор сайт, двоеточие, да, точка, звездочка. Да, это везде будем искать, да? А мы хотим Казахстан. Тогда звездочку не надо ставить. Тогда надо что поставить? .kz. Попробуйте. Сайт и in-URL, сравните разницу. И вы найдете информацию непосредственно, все, что связано с казахстанскими доменами, словом Ахман. То есть самый простой пример использования дорков. Пойдемте дальше, потихонечку. Ну, мы поняли, что такое дорки, да? Это расширенный запрос. Понятно, если мы говорим про Google. Что делать с WhatsApp? Все знают, что можно также находить информацию по WhatsApp группам, открытым группам. Вы знаете, что оказывается. Кто вообще знает, что можно находить открытые группы WhatsApp? Вы знаете, отлично. Как вы знаете? Приведите пример запроса. Сайт, веб-WhatsApp. Нет, что-то там сайт, чат, WhatsApp. Ну, где-то видели, где-то слышали, да? Вот смотрите, у нас есть два типа WhatsApp, да? Есть бизнес и есть обычный, да, приложение консюмерское, да, которым мы пользуемся для себя, не для бизнеса. То есть там, где мы раскрываем информацию о себе, к сожалению, в виде там телефонного номера, ну и плюс нашу активность можно проследить. По WhatsApp можно проследить активность, как вы часто появляетесь в WhatsApp и читаете этот WhatsApp, какие-то сообщения. И это тоже можно сделать, посмотреть информацию другими инструментами. Мы сейчас будем с вами практиковаться, а как же все-таки найти все публичные группы, в том числе и бизнес-группы, которые мы создаем. У WhatsApp была раньше уязвимость. Когда вы создавали WhatsApp-группу, они по умолчанию были публичные. Помните, наверное, да? И все забывали про нее. Группу создали, где-то как это кому-то скинули, каким-то образом кто-то где-то опубликовал, у кого-то там это спарсили эти данные, там взломали, еще что-то, да? И каким-то образом попалось в публичный источник. Google сразу себе спарсил, добавил базу. Все, мы теперь можем ее найти. Да? Или, к примеру, WhatsApp на самом деле, он у себя внутри, чего вы там смеетесь? WhatsApp на самом деле у себя сохраняет на веб-ресурсе все наши созданные группы с теми ключами и у себя хранит их. Они являются публичными, но скрытыми. Мы увидели, что такое скрытые, да? Мы увидели, что, оказывается, на Cyber Security KZ Ахман, он был в коде. Да, у них есть там определенные папочки, да, в которых они сохраняют журнал созданных непосредственно всех групп с ключами. Раньше это было вообще классно. Почему? Потому что многие злоумышленники этим пользовались. Да, потому что это был ключ постоянный, его нужно было либо создать, либо или закрыть. Да? Private группу сделать. Сейчас многие забывают, открывают публичную группу, и эти публичные данные попадают в базу данных. Хакеры могут ее вытаскивать и могут пользоваться этими данными. Вот. Ну и представьте ситуацию, когда, допустим, кто-то подключается в большую группу, он видит активность группы, он смотрит, когда активная группа, добавляет себя тогда, когда она слишком активна, чтобы модераторы не смогли вас оттуда выпнуть. Какую информацию злоумышленники сразу получают? Полный перечень телефонов участников. Да? Если мы говорим про частную, если про бизнес, там немного по-другому, вы не увидите ничего. Да, в бизнесе, к сожалению, когда у них бизнес появился, они спрятали все номера телефонов. Только администратор, модератор может это видеть. Вот, пока такой возможности официальной нету, чтобы можно было подключиться, это да, а то, чтобы найти номера телефонов в бизнес, нет. Вот, так вам простой пример. Попробуйте, но не подключайтесь в эти группы. Попробуйте написать какой-нибудь запрос. Сайт, chat, whatsapp.com.
Пайпы можете убрать, не надо, это я вам просто показал примеры. Вы можете написать BTC, биткоин, наименование группы это будет, или где-то в тексте группы будет. Попробуйте написать site.chat.whatsapp.com и там пробел BTC. Google рыгнется, может быть запросить, сказать, что вы не робот, потому что вы начинаете лазить в его внутренностях, да, обращаетесь к тем данным, которые могут быть чувствительны, поэтому там нужно, может быть, подтвердить кое-что. И внизу он также напишет, что типа не стоит этим заниматься. Иногда он пишет, что подтвердите, что вы действительно хотите выполнить этот запрос, увидеть все результаты. Попробуйте. Чем больше будет практики, тем больше вы запомните, кто не делал. Можно по-другому, можно вот так вот написать, допустим. Тут значения не имеет, где будет первым, в конце, ну хотя там есть свои приколы. Ну в данном случае это нормально. Вот, к примеру, я показал. Я написал BTC, несколько групп, но там на самом деле целый лист. Вот, мы нашли. А теперь вопрос. А если в наименовании также присутствует, иногда же напишут там BTC KZ, да? BTC там, не знаю, там КГ, то есть определяет страновую принадлежность своей группы. А как мне найти открытые группы, которые принадлежат, ну, по наименованию пользователей, кто создал эту группу, какому-то сегменту страны, в данном случае в этом запросе. То есть мы нашли же, мы сейчас искали только информацию конкретно, что нам необходимо вытащить все открытые группы, к которым мы можем подключиться, в кавычках, да, мы этого делать не будем. А теперь как нам найти в этом наименовании принадлежность Казахстана? То есть вы можете просто пробел поставить, написать KZ, допустим, или BTC KZ написать, или КГ. Мы не будем усложнять, там можно усложнить этот запрос на самом деле. Там много чего можно сделать. Мы можем в том числе обратиться к информации. В WhatsApp еще хранится метаданные. Все знают, что такое метаданные. Да? В WhatsApp в журнале сохраняются метаданные. Метаданные означает, когда была создана эта группа. Да? То есть мы можем ее отфильтровать из этого запроса новые группы, которые были созданы в промежуток времени для анализа, к примеру, да? И так далее. То есть вот таким образом Google нам позволяет очень быстро, простыми способами получить информацию. Я сейчас говорю с вами о простых вещах, мы потом будем усложнять это. Я немного разогреваю вас. Если кому-то кажется, что это все просто, это просто на самом деле. Просто нужно логику понимать. А дальше будет еще интереснее. То же самое можно сделать непосредственно с Telegram. Да? То есть нам не надо иметь установленный Telegram, мы можем это все вытащить информацию таким же через поисковую строку в виде расширенного запроса Google. Ясно, да? Понятно. Вот здесь как раз такие примеры я привел. Кстати, дальше будет. Вот, допустим, еще дополнительный запрос. Вот, пожалуйста. Да, если мы уже хотим найти что-то связанное в тексте конкретно, которое будет нам четко определять, что мы ищем, да, мы можем просто сюда вбить наименование полное. Когда вы пишете запрос, если у вас несколько, допустим, слов, особенно в кириллице или в латинице в том числе, но на кириллице больше, используйте двойные прямые кавычки. Это более точечный запрос. Запомните. Ну, многие знают, наверное. Вот простой пример. Вот более расширенный, если вы хотите уже конкретно что-то найти. Приглашение по определенному наименованию группы. Это самый простой. Ну и здесь то же самое я показал. Вот, допустим, мне не надо подключаться, я уже сразу нашел частичную информацию, связанную с конкретным ресурсом, да, не имея телеграмма, через веб-приложение, через мобильное устройство. В мобильнике он может запросить подключиться через Telegram, а лучше через мобильную. Там можно сделать так, чтобы он в телегу не заходил, чтобы не оставлять цифровой след за собой. Помимо того, что мы цифровой след оставляем в Google, понятно, потому что он собирает все наши запросы, и он знает, кто вы такой. Вы знаете на самом деле, что Google полностью собирает информацию о вас. То есть мой Google, заведенный в папке, он меня знает.
И я это проверял. То есть я в отель просто заходил, и он по стилистике написания, он мне предлагал то, что уже я знал и связано отчасти со мной. То есть, представляете, я просто сажусь на чужой компьютер в отеле, набираю запрос, после этого выполнения запроса еще запрос, и на третьем он уже начинает вытаскивать то, что конкретно связывает отчасти со мной. То есть он понимает, кто я такой, он стилистику еще запоминает. Поэтому есть у него еще другая фишка. Он вас распознает, и вы на новом компьютере начинаете ставить, даже в другой стране, ставить, допустим, тот же самый Google Chrome. Он, если вы залезете в его внутренности, вы увидите ID, ваш уникальный код, который присвоен вам. И он вас идентифицирует по нему и собирает эту информацию для себя. Если хотите, можете углубиться в это и почитать. Есть много уже статей, то, что Google постоянно следит и собирает, это всем понятно. А как это он делает, как раз таки там описано. Я вам немного раскрыл. В исходном, когда вы установку делаете, в самом приложении, в код страницы, то есть в Chrome, вы можете увидеть айдишник. Вот. А если вы еще дистрибутив, тот, который есть, посмотрите, то в нем тоже можно найти очень интересные вещи. Вот, но это уже немного там углубленно будем, это мы не будем сейчас смотреть. Поэтому можете посмотреть. Следующее. Что делать непосредственно с утечками? Как их найти? О вашей компании. Не о тех вещах, которые вы хотите там найти и воспользоваться им, потому что это уголовная ответственность, да? Да. В данном случае, введя вот этот запрос, я на английских ресурсах обычно проще так делать, потому что на кириллице не все так пишут, но можно тоже найти. Я на кириллице тоже находил. То есть мы зашли куда? Кто мне рассказывает, что означает этот запрос? Верхний. Кто у нас там Google Дорки говорил, хорошо знает. Давайте. Вот, давайте здесь вот. Расскажите этот запрос, что означает. Он ищет по ключевым словам не для частных, конфиденциальных, файлов PDF, дорки и XLSX. Он ищет. Ну, а как ищет? Что он делает? Вы можете рассказать? Вы просто запомнили запрос, что он делает. А как он это делает? Вот тут-то вся фишка и заключается. Если вы хотите углубиться в работу с открытыми источниками, вам нужно понять, что запрос на самом деле делает. Тогда вы научитесь свои эти дорки писать. Он заходит в документы, сохраненные у себя в базе данных, вот так надо объяснить, в базе данных, он их читает и в этих документах находит эти слова. Ну и более того, он в каких документах заходит у себя, которые они уже не в базе находятся, он заходит в PDF-файлы, в doc-файлы, Excel-файлы. Вы поняли теперь, как Google работает? Это базы данных. Вы просто внутренности заходите и начинаете давать ему точечные запросы, расширенные, которые позволяют вытащить из его базы данных то, что он сохранил. Они там, у них есть искусственный интеллект, они чистят эти данные. Потому что не всегда, мы сами понимаем, кто-то является, наверное, разработчиком, не всегда четко все отрабатывает все правила. И Google может себе добавить очень конфиденциальные документы. При этом они еще не смогли их перепроверить и заблокировать для публичного использования, потому что иначе могут... Хотя там были прецеденты, на них там подавали давно-давно в суд, что типа они там все собирают, и там раскрывается информация, но они отмазались от этого. Поэтому в данном случае, для чего я это показываю? Для того, что когда ваша компания или вы работаете на компанию, выкладывают какие-то публичные документы под паролем в личный кабинет, имейте в виду, если будет неправильная конфигурация, да, по умолчанию, о которой я в самом начале говорил, она может быть раскрыта и добавлена в базу данных. И оттуда могут вытащить эти данные. Понятно? Это одна из основных видов утечек, мисконфигурация. Вот, допустим, тот же самый пример, более упрощенный, там, документ конфиденциальный, когда пишут, он тоже вытаскивает информацию. Но ни в коем случае не нажимайте, не скачивайте эти документы. Мы не знаем, что там происходит с этими документами. Я заблерил там информацию.
Да, ни в коем случае не открывать. Так, хорошо. Самый простой пример теперь. Мистер Пупкин сайт, такого не существует. Я просто написал сайт, да? Самый простой пример. А как мне найти информацию? У нас очень есть много файловых обменников, правильно? Многие туда закидывают какую-то информацию, либо по определенной ссылке ее скачивают. Мы не знаем, как этот сервис предлагает нам услуги. Так же, как WhatsApp. Мы не знали, что WhatsApp, многие не знали, что WhatsApp, оказывается, у себя сохраняет все публичные ссылки в журнале. А этот журнал публичный, но он не публичный, потому что вы не можете зайти конкретно через веб-ресурс. Но вы можете зайти на этот журнал, если вы знаете, где он находится в папках. То есть прямой запрос должен быть. Вы можете прямо в URL-строке написать запрос к этой обращению папки и поднять эти логи. Вот. И в данном случае мы можем искать любую утечку, связанную с файловыми обменниками. Указывайте любой файловый обменник, там, где часто шарит ту или иную информацию, и вытаскивайте. Назовите самый популярный файловый обменник, который используется, и часто его ругали за то, что он распространяет те самые утечки, дампы и так далее. Кто знает? Скайп? Я уже давно им не пользовался. Мегаплод, да. А PastBin что? Где? Куда вы дели его? PastBin. Все же помнят. Помните такой, нет? Или что-то я новое сказал? Вот, можете... Malone Files, да. Пробуйте. И та информация раскрывается. К чему? Я не призываю вам использовать эту информацию. Я призываю проверять, есть ли утечка в вашей компании в этих базах данных. То есть, в дампе, грубо говоря, да? Почему? Потому что вы тоже должны делать превентивные действия. Вдруг кто-то начал распространять, но еще до вашей компании публично это не дошло, а уже кто-то, допустим, каким-то образом слил эти данные и где-то на файловый обменник выложил. Такое бывает. Здесь я пример показал на Фейсбуке. В каком году первая утечка была в Фейсбука? Они ее признали не утечкой. В 17-м. Еще в каком году? 21 год. Самая большая утечка такая. Что находилось в этих данных? Где вы родились? Указываете ваш номер телефона, когда вы зарегистрировались, страна, город, принадлежность, имя, фамилия, если вы указывали. Вот. Это простой запрос. Я говорю, многие просто не смотрят. Здесь немного уже мы начинаем усложнять. Кто переведет мне этот запрос? Что он делает? Еще раз, давайте. Ищет что? Ну, понятно, он обратился в базу данных Google. Куда? Конкретному тексту, каким-то текстовым файлам, которые сохранены у него. К текстовым файлам. Правильно? Да? И мы четко указали, где нам искать эти файлы. Путь. Что такое путь? Кто знает, да? Вы все знаете, что такое путь. Кто вообще в веб-разработчике есть, кто хотя бы создавал? У вас вообще весь ваш веб, простыми словами, окошечко, да, где вы там кликаете, там, переходите по страницам, это куча фолдеров и сабфолдеров, которым конфигураторам вы даете доступ. По умолчанию он свой, да, а потом вы уже там начинаете тыкать, кому-то доступ, кому-то нет, где-то логин, где-то пароль надо там ввести, еще что-то и так далее. Так вот, у нас у многих на веб-ресурсах присутствует папочка Files. Понятно? То есть смотрите, казалось бы, да, помимо того, что мы можем залезть в код, помимо того, что мы можем конкретно сказать, в каких файлах это искать, но мы еще им сказали, что у тебя же тоже структуризировано в базе находится, да, ты же запоминаешь полностью пути, где находятся эти файлы. А часто сохранение на веб-ресурсах это files или cloud, или там любые, или там confidential, вы можете также confidential написать. И то же самое найти. Понимаете, да, как можно крутить эти все запросы? Вот, ну и в данном случае, да, то есть он находит конкретный список в текстовом файле, во всех текстовых файлах, Gmail,
понятно, имейлы, да, с какими-то именами там или никнеймами. И, естественно, чтобы он еще содержал столбец в файле или строку password. Ну вот, пожалуйста. Я сделал запрос. Ну и тут, конечно, вот видите, вон user.txt. Там это, если там зайти и посмотреть, наверняка где-то есть пароли. Понятно. Еще раз, я не призываю этим делать, да, если у вас нет на это права. Вот, но, а что же делать, как это это глобально мы делаем. А теперь давайте мы поговорим про Казахстан или конкретную фирму. Домен, допустим, какой-то есть. Мы можем его здесь указать, мы уже знаем, сайт, да. Мы можем по сегменту Казнета прогуляться. Мы можем прогуляться по конкретному какому-то собственному домену рабочему, да. Посмотреть, а как наш там сисадмин, веб-админ, как они вообще-то работают, правильно ли сконфигурировали, неправильно, какие публичные данные появились. Вот, понятно, да? То есть мы можем уже и эту информацию перепроверять. Почему? Потому что это очень полезно с точки зрения превентивных действий, чтобы кто-то не воспользовался этим. Но злоумышленники также могут поступать. Хорошо. Все знают, что такое git, .git? Давайте, объясняйте, часто участвуйте. Система контрольной версии. Система контрольной версии. Ну, по-умному сказал, правильно, да. А простым языком людям, кто не знает. Да, то есть там это конкретно, где хранятся, да, где хранится непосредственно ваши действия. Там может быть и журнал, там все что угодно может быть. Да? Вот. Простым, как говорится, простыми манипуляциями, да, превращается в шорты. Вот, мы нашли непосредственно открытые фолдеры, где хранятся структуризированно, конкретно связано непосредственно с файлами, которыми мы там делимся, обмениваемся, подтверждаем и что-то там аплодим куда-то, да? Вот, поэтому благодаря этому мы можем найти очень много чувствительной информации, раскрытой информации, потому что иногда, опять же, мисконфигурация, она вот буквально вам стоит во время сканирования сделать галочку для теста, и эти данные спарсятся и попадают конкретно уже в базу. Вы галочку убираете, но данные уже утекли. Понимаете, если мы говорим про публичный источник. Ясно. Следующее. Вот тут уже будет интереснее. Тут уже чуть-чуть сложнее, но не так сложно. Да? То есть мы конкретно здесь, давайте, объясните, что мы здесь делаем. Кто сможет? Чтобы вы сами практиковались своим простым языком. Ищем базу данных на территории. Да, мы ищем файлы, в первую очередь, да, файлы, содержащие BD, да, какие-то данные. Что такое база данных? Структуризированная, да, какая-то таблица, может быть, там, данные какие-то там структуризированные, да, и так далее. Ну, все что угодно, но это связано уже с табличными, может быть, данными какими-то там, связано там с паролями, да, когда ты логинишься, еще что-то там, таблицы дополнительные, и так далее, и так далее. Вот. И мы конкретно ищем сегмент в Казахстане. Я не знаю, я не буду говорить, какие я тут все забыл, сколько цифр я дошел, сколько BD находится в публичных источниках у нас в Казнете. Огромное количество. Проверьте. Проверьте здесь непосредственно со своим доменом. Почему? А вдруг данные когда-то утекли? Да, веб-администратор там сидел, сконфигурил, что-то намутил, уволили, другой пришел. В это время каким-то образом данные утекли. Проверяйте. Понятно, да? Вот это еще интереснее запрос, уже сложнее. Это уже связано с биткоином. Это уже интереснее. В этом запросе, вот это объясните, тут понятно, индексов, здесь конкретно путь. Это обозначение, то есть, кто Linux знает, да, пользовался, да? Да, расположение файла или папки. В данном случае папка. Понятно, да? Кто Linux знает, тот знает, как писать эти запросы. Так вот, в данном случае вот это вот пропускает как раз все, что там связано, а конкретно мне нужно это. Это мы пропускаем. Вы теперь поняли, да? Мы можем по структуре лазить с помощью этих запросов.
И в данном случае по этой структуре, я проверил, не заходил, да, есть информация касательно журнала пользователей даже, которые с наименованием пользователя, транзакции, его конкретного криптокошелька. То есть это некая, в кавычках, деанонимизация может быть. На некоторых ресурсах, криптобменниках, к сожалению, пагубно относятся к security. Потому что все хотят быстро, и тем более никто там на security может иногда даже не обратить внимания. Или что-то там случайно, кто-то галочку не ту поставил. Поэтому очень много той же информации таким образом находится. Я вас не призываю там биткоины искать, и там, кстати, там и БД есть. Да, там и тоже в этих папках иногда хранится база данных, помимо журналов. Поэтому и даже кошельки, бывает такое. Вот, поэтому я не призываю этим пользоваться, я вам просто показываю возможности. Возможности. Только Google. Расширенных запросов. Отчасти информацию вы можете здесь найти, да? Все знают этот ресурс. Пентестеры часто пользуются, псевдохакеры, да? Эксплойт оттуда качает, там, типа, я крутой, сейчас я запущу. Там инструкция, все есть, как запускать. И я крутой хакер, взломал. Вот. А сам написать эксплойт не может и понять, что он делает. И, кстати, если кто-то кто в баг-баунти участвует? Есть такие? Нет? Если вы участвуете в баг-баунти, смотрите ограничения и условия, чтобы вы не нарушили правила. Потому что, когда вы запускаете тот или иной эксплойт, он может просто, как бы выразиться, снести какую-то систему и сделать им больно. Поэтому, если вы не разбираетесь в этих эксплойтах, не понимаете, что он выполняет, вы сначала поставьте стенд, протестируйте его, разберитесь с ним. Да, и только тогда уже, когда вы убедитесь, что он делает, и разберетесь в этом коде, уже тогда запускайте. Но при этом вы должны понять, можно ли запускать эти эксплойты. Потому что там есть ограничения. Вот. Что тут еще интересно? Вот очень интересный запрос. Вот этот вот новенький. Вот. Он непосредственно ищет информацию. Вот это что? Кто скажет? Что означает вот это? In URL. Ссылки в WhatsApp. Ссылки на что? Ссылки, чтобы делать. Ссылки на что? Вот это что? Это папка. Это папка. Это папка. Вот разница между сайтом и in URL. Вы теперь должны понимать, да? То есть in URL вы конкретно указываете прямой путь к структуре, скелетону вашего веб-ресурса. Да? Это конкретно просмотр директории. Ясно? Это уже интереснее. Wayback машину все знают, да? Да, вот она, наша любимая. Да? А теперь давайте мы подумаем, как Google Доки можно связать непосредственно с Wayback машиной. Wayback, а? По кэшу мы можем также найти последний кэш, допустим, в Гугле. Да. Здесь мы можем, как работает движок. Вот перед тем, как вот какой-то ресурсом пользоваться и говорить, вау, это круто, как он работает? По каким критериям он делает снапшоты? Я уже подсказал, делает снапшоты ресурса. По каким, назовите 4 критерия, которые он фиксирует. Кто с вебом работал? Ошибки? Кто знает? Недоступность, ошибка какая? 404. Первая, мы уже назвали. 404 он зафиксирует. Следующее. Перенаправление. Да. Правильно. То есть вы перенаправление, когда срабатывает, он тоже фиксирует, куда перенаправляет, на какой конкретный ресурс. И это он фиксирует в снапшоте. Следующий еще критерий. Ну, это вот перенаправление. Вот. Еще, зайдите. А?
Еще это доступность ресурса. Но он проверяет, по 200-му он проверяет свой снапшот с тем снапшотом, с тем оригиналом, который он будет добавлять в себя. Были ли изменения на веб-ресурсе? Если какие-то были изменения на веб-ресурсе, он добавляет его себе. Это вот как минимум 4 критерия, по которым он работает, чтобы вы понимали. И теперь вы можете обращаться. Самый простой банальный пример. Есть раньше в Казахстане был веб-ресурс, да, он был действующий, криптообменник. Этот веб-ресурс сначала был публичный, потом всю информацию обратной связи убрали, поменяли, все данные там липовые. Да? Потом, естественно, у нас только зарегистрированные на МФЦА там могут только участвовать, да, криптобиржу свою создать, ну, в смысле, торговать. Вот, внесли жесткие ограничения и правила, и с учетом этого что произошло? Произошло что? Они ушли в тень. Да? Ушли в тень. Перешли, естественно, из Казнета, перешли там на его, там, не знаю, какой-нибудь, да, ресурс, ихние сервера. Но там информации никакой нету, там все спрятано, это понятно, что можно по истории найти, там, на кого зарегистрировано, но там все они закрыли. Нету этой информации. Вот. Вопрос, как найти связь? Я вам уже показал связь. Я вам уже сказал же 4 принципа, по которым он работает. Переадресация. Все должны понимать по логике, что если у тебя есть уже наработанная аудиенция, вы всегда на какое-то время ставите перенаправление, да, на какой-то ресурс. Вот для чего веб-архив себе и добавляет эти данные, чтобы понимать и отслеживать эти дальше ресурсы. Понятно? Вот, но это позволяет найти первоисточник. А по первоисточнику, знаете, если зарегистрировано, мы можем обратиться куда? Национальный центр регистрации доменов. Да, или как он правильно, ник, KZ. Все, и там найти эту информацию. Ясненько. Самый простой пример, как не обращаться в веб-архив, но ходить по его данным, потому что они публичные. Тот же самый принцип. Указываем конкретно ресурс и говорим, что мы хотим найти. Я не заблюрил, в принципе, это публичная информация здесь такой нет. Ясно, да? Потому что это в веб-архиве. А те ресурсы я не показал. Да, ясненько. Все. То есть таким образом вы можете просто найти какие-то слитые данные, да, раскрытые по Facebook. Таким же образом. И можете этот запрос добавлять. Кто когда-либо писал ручками запросы в поисковой строке веб-архив? Работали? Нет, понятно. Теперь давайте подумаем. Так как мы уже с WhatsApp возюкались немного. Что? 10 минут? Ну давайте, ускоримся. Смотрите, но мы же позже начали, поэтому может быть 10 минут еще плюс-минус. Да. Вот. В данном случае, если это публичная информация, то веб-архив тоже добавит ее себе. Правильно? То есть написав здесь конкретно, там, где хранится, на каком ресурсе, вот это что? Кто мне подскажет? Это открытые группы. Да, но знаете, что самое интересное? Он также хранит старые ссылки, созданные когда-либо пользователем. Там была такая, скажем, ладно, была такая уязвимость, которая позволяет воспользоваться ссылкой, подключиться к той группе, которая имеет, они же переделали свою структуру немного, и там новый код создается уже. И вот когда кого-то нового добавляют, уже новая ссылка идет. Не старая, но по старой она действовала раньше. И можно было найти ту группу, которая раньше ссылка не действует, можно было зайти по старой ссылке. Такая была штука уязвимости. Понятно. Следующее. Ну и тот же самый принцип с Телеграмом. Если вы хотите посмотреть конкретно, так как у меня времени нету, если хотите посмотреть конкретно, как работать с метаданными непосредственно в веб-архиве, вытаскивать какие-то те же самые данные именно дорками, именно операторами расширенными, да, то вот эта ссылочка,
отчасти раскрывает какую-то информацию. Допустим, загружаемые файлы, форматы там, и так далее, форумы какие-то. То есть они сразу сгруппируют и вам покажут, какими операторами и где, к чему обращаться, и описывают их. Чтобы время много не терять, не забывайте, что в каждом инструменте, в каждой платформе есть свой язык запросов. Есть стандартный, простенький, которым мы пользуемся, а есть именно непосредственно расширенный, который вам больше информации раскроет и предоставит. Shodan знаете, да? Censys тоже знаете. Для чего используются эти все три инструмента? Пентестерами в основном используются, да? И бэшниками используются. Они раскрывают информацию вашей инфраструктуры публичную, которая находится в сети интернет. В том числе они могут раскрыть информацию о возможных уязвимостях, которые могут находиться на вашем сервере. То есть они и сразу понимают, какой версии установлен, чего там и так далее. Вот, и они сразу уже подтягивают конкретно CV, которые могут там связаны с вашей уязвимостью. Понятно, да? Вот. Разницу я вам уже до этого говорил. А как же быть? Расширенный язык запросов также есть, и это самое простое на самом деле, может через PI, там еще сложнее писать запросы. Это самое простое мы говорим. А что же делать, к примеру, что вот этот вот запрос делает? Если кто-то там с криптовалютой связывался, да, я покажу. Что этот запрос делает? И как вот эти запросы формируются? Кто знает? Почему я здесь указал конкретно вот эти вот наименования? Кто-нибудь в руках ASIC держал? Держали? Какая операционная система там установлена? Linux. Я только чистил, но тоже хорошо. Вот, если вы заходили в конфигурацию, да, там есть свой этот интерфейс, в этом интерфейсе есть конкретно некоторые вещи, которые указываются в конфигурации, становятся публичными. Если вы его ASIC делаете публичным. Вот, это опять же мы обращаемся к чему? Перед тем, как что-то искать, разберите по косточкам, начните хотя бы с чистки, да? Вот, а потом залезть туда уже в мозги и посмотреть, как это все работает. И уже понять, какая конфигурация идет по умолчанию. Многие не знают до сих пор, даже когда используют ASIC, что оказывается, если я делаю какой-то доступ по IP-шнику, по порту, даже там, если пароль выскакивает, или он там через свой компьютер его подключил админом там, каким-то там, или ремоутом, да, RDP, там, неважно, то получается такая возможность раскрытия информации, и Shodan себе, и FOFA, и Censys, он себе в базу добавляет эту информацию. На основании этой информации, если вы перейдете на эти ресурсы, да, то у вас вытащится окно, которое также выходит окно, если вы по локалке подключались к ASIC. То есть выйдет интерфейс, введите пароль и логин. Какой там пароль и логин по умолчанию? Многие его не меняют. Говорят, так, безопасно же все. И вы тогда можете получить доступ к ASIC. В сегменте Казахстана я нашим правоохранительным органам многим сказал и показал, они уже позакрывали. Но все равно опять появились. Я не стал KZ сюда вставлять. Country, KZ, country, двоеточие, KZ можно поставить. По сегменту Казахстана. Но вы увидите, да, что он тут такой светленько-красненький. Казахстан указывает, значит они есть. Понятно. Вот это вот расширенный язык запросов. Хорошо. А что делать нам непосредственно в Censys? В Censys немного по-другому запрос пишется. Он немного сложнее для восприятия, но он тоже так же работает, по такому же принципу. Вот. 401 здесь указывает, чтобы проверить, есть ли по дефолту какие-то пароли или нет. То есть в отказ тебе идет. Вот. То есть по умолчанию здесь можно указать, допустим, другую, которая вам сразу покажет ресурсы, которые уже по умолчанию пароли идут. То есть вы можете эти оперировать. Ну, если вы ASIC занимаетесь, вы можете у себя это проверить. Да? На всякий случай, если официально все это. FOFI еще сложнее. Да, то есть я здесь непосредственно показал, как это делать непосредственно в FOFI. Что интересно, в FOFI больше информации вылезло, чем, допустим, в том же Shodan и Censys. Для моего удивления. Да. И я вытащил по Казахстану. То есть вы можете увидеть 10208. А там чуть меньше намного. То есть я был в шоке, откуда такая информация. Это я вот вчера просто попробовал сравнить.
И оказывается, вот такая штука тоже интересная. В том числе он еще и распределяет по странам. Дополнительно может показать. Но, скорее всего, может быть, он не посчитал, там в Казахстане где-то будет закрытый. Вот. Всегда необходимо указывать, если вы хотите точно, перенаправление, иногда 9001. Это основной порт по умолчанию. Вот. Но могут поменять эти порты. Следующее. Ага. Ну и в заключение просто хотел рассказать, как, собственно, такие мелкие инструменты, да, вот тут ethical hacking был тоже, как они, собственно, позволили раскрыть, это вот уже лет, не знаю, 3 года, наверное, назад. Я участвовал в Bug Bounty и непосредственно нашел объект, критически важный объект, да, к которому относится. И изучив, 2 недели меня заняло. То есть я непосредственно начал искать только в сегменте Казахстана, начал искать, используя дорки разные, автоматизированные системы, так как у меня еще направление СТП. Я знаю, как работает изнутри. Это все дело и разработка, и наладка, и эксплуатация. То есть для меня это как-то легче было. Все, я нашел ту или иную систему, но я теперь хотел найти, а какая система это может где использоваться. В каком предприятии, компании, у нас компании там, и так далее. Потом непосредственно нашел несколько ресурсов, возможных разработчиков, которые занимались разработкой, вообще скрывают эту информацию. Когда если какие-то продукты идут под КВК, они говорят о своих клиентах. Вот. Но я начал изучать всех разработчиков, связанных с возможными похожими системами, именно в сегменте Казахстана. Я обнаружил непосредственно несколько ресурсов. Вот здесь я нашел, что у них есть свои так называемые гитхабы, да? Гитлабы они там создали. Вот, репозитории. Я нашел репозиторий, который... Это зарегистрировано уже, все, исправлено. Что-то имею в виду. Я нашел... Во-первых, я нашел этот репозиторий. После этого репозитория я обошел байпас, сделал пароли, зашел. Они, кстати, очень пагубно отнеслись к security, потому что они думали, если мы заходим через пароль, то нет возможности туда провалиться, залезть. И они еще внутри сделали, если бы вот это они сделали, это, кстати, еще отчасти конфигурации по умолчанию, они сделали все публичные проекты, но под паролем, по авторизации доступа. Когда в авторизацию доступа заходите, там есть еще ограничения конкретно репозиториям, дополнительно можно ограничить в конфигурации и не дать им доступ. Но вы увидите, что наименование какое-то. Была такая уязвимость. Но при этом, если вы сделали публично, вы можете публично лазить, обойти. Просто я не буду как это говорить, обойти, там очень все было просто. Вот, обходите, находите разрабов. Я нашел этих разрабов, проверил, что они относятся к Казахстану. Потому что я не хочу там нарушать закон какой-нибудь там пределы страны там соседней, да. Вот, я узнал, что эти 2 разработчика казахстанцы, и начал ковыряться в внутренностях. Ну, естественно, там ребята все в коде пишут, всякие публичные ключи, там, да, знакомое дело, да. Я не стал показывать, можно, кстати, есть публичные ключи, можно также вытащить через дорки. Вот, публичные ключи, там непосредственно описание техническое, как устанавливать, с какими кредами, да, по умолчанию. И так далее, так далее, так далее, так далее. То есть они все там оставили, я это все изучил. И я нашел, они там, кстати, тоже скрывали, к какому предприятию относятся. Но я нашел аббревиатуры, интересные. Я не понял, что за аббревиатуры, давай их изучать. То есть я, изучив аббревиатуры, понял, к какой организации это относится. После этого я начал изучать организацию. Да, я также у них нашел email там, и так далее. И вот как раз-таки нашел ресурс, непосредственно связан с этой организацией, и начал изучать этот ресурс. Ну, естественно, вытащил основных на портах 3 АСТПшных скады висели. Вот, ну, доступ теперь нужно к ним же получить, потому что он запароленный. Ну, вот тут как раз-таки вот это вот мероприятие мне все и помогло, когда там полазил в кишках этих всех, да, я перебрал все возможные пароли, подумал и подобрал пароль, то есть без взлома. Да. Все, да, и, собственно, вот таким образом, 2 минуты, да, собственно, таким образом я получил доступ к этим системам. Ну, не знаю, если вы их видели, вот такие вот они, да, непосредственно.
Но тут, кстати, кто-то меня заметил и начал закрывать мне доступ. Вот. Зарегистрировав это, получил. Другой способ. Помните ковид? Военная часть, пропускная КПП. То есть я получил доступ к записям управления. СКУТ. Все знаете, да? СКУТ. Вот, таким образом доступ был получен. Также можно было пройти военную часть, да, стратегическую тем более. Это как из примеров. Но там больше примеров я больше не буду показывать. Есть ли какие-то вопросы? Времени мало, к сожалению. Можно было бы больше посмотреть. Но если какие-то вопросы интересные есть, да, или, допустим, сомнения, или еще что-то, я здесь 3 дня. Обращайтесь. Вот, если кто-то попадет на закрытую сессию, будет хорошо. Там мы будем конкретно говорить о цифровых следах на компьютере, на виртуальной машине в том числе. Вот, и я создал там дамп, примеры, и мы будем их разбирать. Как мы можем оперировать этими данными и анализировать их. И Forensic плюс Asint позволяет, потому что часто в правоохранительных органах проблемы с этим, потому что кто-то там что-то нашел, отдал кому-то, те долго делают, и вот это все волокита, она очень сильно затрудняет поиск злоумышленников. А тут как раз-таки в комбинации, вот, кстати, мы попробовали на киберполиции, это повезло, и на киберполиции непосредственно это немного помогло в пилотном проекте, когда мы проводили 4 месяца. Вот, и они начали уже непосредственно в тандеме все это быстро отрабатывать. Вот.